Совсем недавно, буквально месяц назад, в Башкортостане вышло очень интересное, я бы сказал, издание. Да? Называется она «Мишары Башкортостана. Справочник». Выпущена она государственным, скажем так, учреждением, да, Дом дружбы народов Республики Башкортостан. Вот что весьма интересно, да, вот что же такие мишари? Мы в основном, вот как ученые, как этнологи знаем, что мишари, или татаро-мишари даже правильно сказать, через тире, это субэтническая группа татар, которая проживает в основном в правобережье Волги и еще частично в Башкортостане. То есть это такая территориальная группа, у которой есть какие-то свои особенности там, народной одежды, да, какие-то особенности в говоре. Причем говор, диалект, мишарский диалект, он является одним из составных частей современного литературы татарского языка. Но вот эти люди, которые выпустили вот эту книгу «Мишари Башкортостана», да, под патронажем Дома дружбы народов, они в этой книге и вообще в своей пропаганде, да, они везде утверждают о том, что мишари — это отдельный народ. Вот далеко ходить не надо, открываем самую первую страницу, самую первую строчку вот этого справочника. Здесь пишется «Мишари» или «Мишари», «Мещеряки», тюркоязычный этнос, вошедший в состав татар и частично башкир. То есть уже здесь на первой странице, в первой строчке утверждается о том, что мишари — это не какая-то группа этнотерриториальная татар, что это не часть татарской нации, как мы любим говорить, да, мишари, сливки татар. Это самый что ни на есть самостоятельный этнос. И еще что интересно, я вот особенно для этнологов, наверное, они обратят внимание, здесь вот на самой обложке почему-то под названием «Мишари Башкортостана» изображены мещеряки. А мещеряки, я напомню, это финно-угорский народ, грубо говоря, это предки нынешних мордвы, мордовских народов Мокши и Эрзи. То есть, по сути говоря, под мишарями Башкортостана нам пытаются всунуть информацию о финно-угорском народе. Здесь, конечно, идеологических причин вот этого очень много. Почему они на это пошли, почему Дом дружбы народов решил издать книгу. Хотя, напомню, в самом уставе вот этой организации, да, при организации Дома дружбы народов, кстати говоря, существует больше 2 десятков филиалов Дома дружбы народов различных народов Башкортостана, там татар, башкир, русских, мордвы и так далее. Но они сейчас, вот параллельно вот с изданием этой книги, Дом дружбы народов открывает и свой филиал в Балтачинском районе Башкортостана, Мишарский историко-культурный центр. Но если мы откроем уставные документы Дома дружбы народов Республики Башкортостан, там четко сказано, что такие центры, филиалы открываются в честь именно самостоятельных народов. То есть не просто авторы вот этой книги, этого справочника, но и руководство Дома дружбы народов в лице Ильгиза Султанмуратова, они, видимо, считают, что мишари — это отдельный народ, отдельный этнос, и, видимо, ставит своей целью отколоть вот эту часть от основной части татарской нации. Да, хорошо, что если они только бы считали это. Дело в том, что идет активная пропаганда этого, поэтому электризуется, в общем-то, отношение между Татарстаном и Башкортостаном, я не скажу, между народами, так как народ, он, в общем, в большой своей, как бы, не имеет и не хочет создавать конфликтную ситуацию между народами. Поэтому здесь, в первую очередь, конечно, мы должны опираться на исторические источники, когда ученый действительно выделяет внутри большой татарской нации территориальные группы, в том числе вот татар-мишары. Но сам термин «мишары» все-таки он обозначает, именно вы правильно сказали, это территориальную принадлежность исторически сложившейся области Мещеры, так называемой, которая вот к 15 веку уже образовалось Касимовское ханство, Мещерский юрт. И княжество Беляки, это вот Темниковское, Наровчатское, Кадом, Саракалыш и прочие. Я считаю, что вот эту историческую справку мы должны обязательно привести, потому что вы правильно сказали, и на территории Татарстана проживают мишары, чтобы понять, в принципе, откуда все появилось и почему это так называется. То есть более доступным языком, не терминологией, скажем, историков. Так, вот, как я уже выше сказал, что уже в составе русского государства в начале XVI века образовывается Мещерский уезд. И вот эти все княжества Беляки, они, в общем-то, были же улусами Большой Орды.
Изначально, Да. изначально, да, то есть во времена еще Золотоордынского, Золотоордынской, да. Соответственно, уже по течению истории, уже во второй половине XVI века из именно Мещерского уезда выделяется уже Касимовский уезд, Темниковский уезд. И то, что он термин является родовым, татары, для татаро-мишари, это, в общем-то, исторические летописи, посольские, там, разрядные книги, они подтверждают, где как раз татары. Самое главное вот этих русских документах, там везде упоминается термин «мещерские татары». То есть не татары... только темниковские татары, Да. мещерские татары, там, мещерские бисермены. Да, то есть это региональные Конечно, это то есть наименования, не наименование однозначно. народа. Абсолютно вы правы. Дело в том, что ну, вот я почему вот это, скажем, мне не нравится вся эта ситуация, когда наши башкортостанские коллеги начинают, в общем-то, муссировать эту тему и занимаются, скажем, нашим этногенезом татар. Вот это, да. И, соответственно, в продолжении этого, чтобы более таким простым языком объяснить, этногенетические исследования последних, вот, скажем, да, лет, они уже доказали несостоятельность теории о том, версии о том, о финно-угорском происхождении мишар. Это уже, здесь не будем говорить о гаплогруппах, о стратах, это все-таки более, так скажем, узкая специализация. Вот. И как вообще появился этот термин на территории Башкортостана, сословная группа служилые мещеряки? Но если об этом говорить, то вот у нас совсем недавно вышла свежая книга «Эпоха татарских князей в Мещере, 15-17 века», выпущена она в Институте истории имени Шигабуддина Марджани. Это, конечно, книга, в отличие от вот этого справочника Дома дружбы народов, это фундаментальная научная книга. Здесь использованы в том числе любимые вот этими этномиссионерами генетические исследования, документальные. Здесь вот полностью показана вот история происхождения вот мещерских татар, мишарей, так называемых, да, как они появились, как у них появилось свое государство, Касимовское ханство, как они потом расселялись по всей этой территории. И вот что интересно, я просмотрел эту книгу, что могу сказать? Ну, во-первых, действительно здесь прослеживается то, что вот все татары мещерские или татары-мишери, о которых мы говорим, их история неразрывно связана с историей Золотой Орды, с остальной частью татарского народа, да, скажем так. И самое интересное, вот у нас возникает множество всевозможных таких мифов вокруг мишарей, что это некий отдельный народ, что они якобы там чуть ли не повинны в падении Казанского ханства, да, что они там занимались какими-то, мягко говоря, не совсем непотребными вещами, но в книге вот это все конкретно указано. И самое главное, вот в книге я что для себя открыл вот в этой, то, что на самом деле вот этих мещерских татар было не так много. К примеру, в середине 16 века, в 1563 году, вот в этой книге это конкретно показано, во всем Касимовском ханстве было около 1400 всадников, да, то есть это мужчин, готовых носить оружие, которым при максимальной численности. То есть самих вот этих касимовских татар, если умножаем на 5, это традиционно для историков как бы такая математика, да. Детьми, да, то есть, да, если когда раньше учитывались именно мужчины, воины, и для того, чтобы просчитать полностью население, надо умножить на 5, то есть если 1500, даже если так немножечко прибавляя, скажем так, да, умножаем на 5, то получаем около 7500 человек. Ну, там еще плюс по мелочи, там по 300-400 человек немного в Мещере, там в Кадамском уезде. То есть это в общей сложности, если всех посчитать, это не больше 8-9 тысяч человек. И вот эти люди, естественно, они как бы считают, что они заселили огромную территорию, в том числе... Ну, давайте все-таки объясним, Эльнур, извините, все-таки вот очень важная вещь, как вообще на территории Башкортостана появились такое, это сословное. К этому подводим. Книгу не все могут прочесть, вы понимаете, и это достаточно такой труд трудоемкий, поэтому я бы хотел просто вкратце, да, то есть вот как в виде исторических справок. Вот с этими подходим. Вот эта группа мещерских татар, она зародилась как раз в 15-16 веках, и после падения Казанского ханства, присоединения ее территории к русскому государству, территории Башкортостана, была создан город Уфа, и одним из первых жителей этой Уфы, наряду с русскими казаками, были как раз служилые татары. Это четко прописано по всем источникам, а как раз под служилыми татары и подразумеваются вот те самые мещерские татары, или которых мы называем сегодня татары-мишари. То есть началось вот это еще раннее проникновение вот этих групп на территорию нынешнего Башкортостана. Естественно, там никаких мишарей, даже в источниках того времени не указывается, это все служилые татары. А вот
термины служилые татары, мещерские татары, да, там мещеряки, башкирцы, это я сразу поясню еще раз, в источниках того времени это прежде всего сословные понятия, то есть это понятие не национальности скорее, а именно сословий, то есть этих групп. И так вот, что самое интересное, то есть изначально их по численности было не так много, но они заселили вот эту территорию и, естественно, включили в себя, в свой состав и татар, которые здесь изначально издавна проживали, поэтому даже когда мы говорим татары-мишари, это не означает, что все их предки в буквальном смысле слова с правобережья Волги, потому что они просто включали в свою орбиту, включали свое сословие вот этих татар, которые проживали по этому месту. Вот еще возвращаясь к этой книге, вот я сам тоже как житель Башкортостана, да, выходец из Буздякского района, где также много в древности, в 16, 17, 18 веках заселяли вот эти выходцы из правобережья Волги. Так вот, здесь говорится о том, что в качестве самоопределения потомков служилых татар, переселившихся в Башкирию, было место их происхождения Тюменец, Тюмень, Алатыр, Алатырец, Кирманец, Кирмен. Так вот, я сам как житель Буздякского района, у нас вот как раз в отношении некоторых жителей как раз и говорили, что Тюмень, да, называли Тюмень. А сам после исследования своей родословной я узнал, что мои предки по отцовской линии выходцы из Алатырского уезда. Ну так вот, мы никогда себя не отделяли от основной татарской массы. Я вообще вот это слово, термин «алатырлар» впервые услышал только от своего, скажем так, этнографа, который написал историю сел моих родителей. Да, после этого я только узнал об этом термине. А вот для жителей самого Буздяка, где иногда применяется термин «тюмень», это именно употреблялось скорее в таком юмористическом формате, да, то есть считалось, что тюменнер — это жители вот этих 2-3 сел, да, которые обладают определенным там менталитетом, характером, но никогда тюмень или мишер именно в таком формате, да, что это отдельная народность, да, отдельный этнос, что мы отдельные от татар, что мы другие, никогда такого не было, и это не употреблялось. И вот это, по сути говоря, если уж возвращаясь к научной терминологии, я могу это назвать скорее попыткой конструирования нового этноса. Да, я хотел добавить здесь, вы правильно сказали, это и для строительства городов, и для обороны, естественно, тут уже государственная колонизация этого края началась, уже в составе русского государства находилась территория Башкортостана, и поэтому и за Ками, и в последующем 16, 17, 18 веках уже из западных регионов Российской России стали переселять служилых мещеряков. И вот что самое мещерских татар, скажем да, конкретно. Ну, да, мещеряков, так называемых, да, служилых мещеряков. Соответственно, количество, ну тут не только, скажем, колонизация, если вольная колонизация, это уже, естественно, процессы пошли. Ну потому что в этой, ближе к Волге происходила насильственная христианизация, а в этой территории как бы христианизация была не такая сильная, и самое главное, здесь было очень много свободных земель. Да, и что интересно, вот как раз они селились, вот они, значит, в отличие от, скажем, от поволжских татар, где вот у нас есть тоже Дрожновский, Буинский район, где, в общем, они такие локальные поселенческие структуры образовывались, они через полосно селились, то есть с другими, это сословными группами, да, тут и тептери, тут и ясачные татары, и государственные татары, и, соответственно, вот это некое, как бы, в общем, даже если было различие, оно размывалось. И поэтому говорить, что там чисто мишарский, скажем, язык или мишарские деревни, это, конечно, это абсолютно, но не аргументированно. И, соответственно, когда вот эта перепись началась в 1797 году, по-моему, да? Пятая ревизия. Да, пятая ревизия. И образование вот как раз башкирско-мещерякского войска, это 1798 году, оно, естественно, требовало пополнения служилых от мещеряков, которые вошли в этот состав. Но кроме этого, в тех кантонах, кантоны — это значит у нас военизированные территориально-административные единицы, все татары, которые жили там, они тоже вошли как мещеряки. Но, понятно, реалии того времени, социальная реалия того времени, они в первую очередь, как и статистика государственная, она фиксировала в первую очередь сословную, да, ведь? Принадлежности. Поэтому и тептири, и ясачные, и служилые, там, государственные татары, они вошли как мещеряки вплоть до 17 года, даже их потомки вошли. Да, но самое главное, интересное, раз учитывая, что это сословная принадлежность, то вот те люди, которые изучали историю Башкортостана, историю сел, они видят, что многие селы, в отличие, от переписи к переписи, от ревизии к ревизии, они всегда меняли свою сословную принадлежность. Допустим, по
села моих родителей, да, конкретно по селу моего родного отца, там видно, что, допустим, если изначально его основали как раз выходцы из Алатырского уезда, да, то уже, допустим, по переписям 1834 или 36 года, я точно не помню, там как раз уже происходило, что половина этого села записывались как башкирцы из Мишарь, и половина как башкирцы из Типтяр. То есть уже они не просто переходили временно на одну перепись, подчеркнув башкирцы, но подчеркивалось то, что они изначально как бы были из других сословий. Смотрим следующую перепись уже 1860-х годов. Все село становится вновь Мишари, Типтяри, и среди них еще появляются и некие так называемые казанские татары. То есть поэтому на эти источники, где пишется о мишарях, о типтярях, о башкирцах, не стоит смотреть как некую там срез их национальности. Это просто сословие, юридический статус. Людям удобно быть мишарями, а не мишари. Тем более, да, это они удобно быть типтярями, а не типтяри. Удобно быть башкирцами, учитывая там налоги, земля, все остальное, они переходят в это сословие. Поэтому говорить о народности мишари, мишерики вообще никак невозможно. Ну, надо сказать, что эта сословная стратификация, ну, никак не отражает вот этническую такую принадлежность, идентичность. Да, ведь? Да. Поэтому вот вы правильно сказали о тех переписях, я уже больше к раннему, вот к нашему периоду, скажем, 1920 года перепись уже показала, что все вот эти сословия, они, когда уже их аннулировали, скажем, да, они все записали, огромная часть записал с татарами. Поэтому, конечно, вот эта игра терминов, слов, сословий, она, в общем-то, сделала свою такую, но недобрую услугу. И наши коллеги из Башкортостана, ну, пытаются этим воспользоваться. И меня просто удивляет, почему они именно интересуются этногенезом именно наш, татар-мишари. Ну, занимайтесь. Там у них есть, кстати, удивительно, как бы в перспективе, ну, скажем, залежавшая такой, скажем, тема, это, скажем, Великой Венгрии, да? То есть, ящик Пандоры еще не открыт, по большому счету, и они могут это все, в общем-то, паскотиры, и у них там, значит, есть доминиканская вот эта группа миссионеров. Да, монахи-доминиканцы, да, которые в конце 13-14 века приезжали на территорию Башкирии. Ну вот я думаю, что было бы, в общем-то, более продуктивно заниматься этим, но за счет, скажем, витка нового надстроительства, я не знаю, как еще это назвать, они, в общем, пытаются за счет татар увеличить свою численность, но и в первую очередь, конечно же, простой народ действительно, но не так много читает книг, и им сложно, скажем, профессиональные книги читать, исторические, поэтому нужно как-то, ну, более даже, я бы сказал, даже на сегодняшний день наши историки и книгоиздатели должны такие карманные книги издавать, то есть, в общем-то, такие, ну, исторические справки давать, более доступным языком, чтобы народ-то понял. Поэтому происходит ситуация, когда люди на территории Башкортостана практически уговаривают, и более того, мне не нравится ситуация, когда, скажем, вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, вести какую-то конструктивную беседу, пускай даже будут какие-то споры, они часто обращаются, значит, с заявлением в прокуратуру, наши представители нашего татарстанского СМИ. Ну, я не знаю, это к чему может привести, но ни к чему хорошему это точно. Ну, это давняя традиция в Башкортостане, да, писать такие коллективные доносы. Я могу вспомнить донос, написанный на имя Путина в 2002 году от имени Всемирного Курултая Башкир, где как раз они писали о том, что вот татары — это как бы сепаратисты, которые хотят отделиться от России, и если центральная власть в лице Москвы не разрешит увеличить численность башкир, то есть это было накануне именно переписи, да, то как бы у России, у Москвы будут большие проблемы с татарами. То есть таким образом он пытался обосновать необходимость вот этой фальсификации переписи. Это мы встречали и позднее, мы встречали это и в нулевые годы, да, и в десятые годы. Таких, к сожалению, доносов было очень много, и сейчас мы это тоже наблюдаем. Но у меня, конечно, вот в связи с вашими высказанными словами только одно хочу добавить, то, что научными исследованиями, конечно, естественно, заниматься может любой ученый, что посчитает нужным любую тему, но здесь никогда наука не должна, точнее, впереди науки никогда не должны идти политика и политические некие какие-то желания, воззрения. А здесь мы видим, да, то есть здесь люди, я бы это понял, если бы группа вот этих ученых решила заняться изучением татар-мишарей, да, переселившихся с мещерских краев на территорию Башкортостана, их там происхождением, генезом, историей, я бы, как говорится, ни слова не сказал, как ученый, но скорее поддержал бы вот это. Но здесь ведь в этом справочнике напрямую с первых страниц утверждается о том, что мишари — это отдельный народ,
пытается конструировать этот этнос, причем глубоко не копая в историю, не изучая там, каким образом эти люди переселялись, какие волны переселения были, в какие села, какие фамилии, там, не проводя конкретно этих генеалогических исследований. Ничего этого нет, здесь просто идет фактически голая пропаганда, именно там вырывается некий из контекста выражений, и самое главное, вот отдельный народ, мещеряки, по сути говоря, это мордва, да, мордовский народ, финно-угорский, он подносится под видом вот этих современных мишарей. Да, еще, Ильнур, хотел сказать, что вот тираж-то очень маленький, 100 всего, да, я думаю, что это такая проба пером была на нашу реакцию тоже. Дело в том, что мы не можем, вот, к сожалению, мы сейчас на позиции всегда не оправдывающие, но в любом случае как-то мы должны парировать, должны те, скажем, их ноу-хау, которые они, значит, пытаются продвигать, политтехнологически продвигать, и тем более эта обстановка такая турбулентности, она уже как раз перед переписью возникает. Но самое главное, я хотел бы, Рамиль, подчеркнуть один момент. Я как демократ, я всегда, конечно, за желание людей, то есть мы всегда подчеркиваем, что люди сами должны выбирать свою этничность, люди сами должны выбирать, в какой школе учиться, да, грубо говоря, да, какие книги читать. Но я бы эту всю ситуацию понял, если бы жители, условно говоря, вот этого Балтачского района Республики Башкортостан, где как раз открывает Мишарский культурный центр историку, или там какого-нибудь Кушнаренковского района в Башкортостане, изъявили бы желание и сказали, вот мы Мишари, какая-то отдельная группа, мы хотим, чтобы у нас открыли такой культурный центр, организовали свою организацию. Я бы это еще мог объяснить тем, что вот народ, мол, не понимает, что к чему, и сам изъявляет желание, но здесь же мы видим, что это самый настоящий административный ресурс. То есть здесь никакого желания навязан. То есть это надо подчеркнуть, потому что нам всегда говорят, что люди могут выбирать. Да, люди могут выбирать, но в условиях Башкортостана у людей как раз-то выбора и нету. Это им все насильно навязывается. Местные жители, из них никто не стремится не стать ни мишариным отдельным народом, да, ни стремится стать башкирцем, да, там северо-западным. Это все навязывается сверху. На это выделяется огромное количество миллионных грантов. Я вот подчеркну, да, одним из соавторов вот этой книги является вот такие люди, как Салават Хамидуллин, там Рафиль Асылгужин, Искандер Саид Батталов и остальные, да, так вот, центр Шижире Салавата Хамидуллина 2 года назад от грантов главы Республики Башкортостан на развитие государственных родных языков получил 3,5 миллиона рублей, а вот в прошлом 2020 году вот этот центр Шижире как раз получил больше 5 миллионов рублей, и как раз, я как предполагаю, часть этих денег как раз ушла на это издание. Почему здесь был тираж маленький? Ну, в принципе, я думаю, издатели, они сами не надеются на то, что люди там изъявят желание и действительно изменят свою этническую идентичность. Вся их надежда как раз заключается в том, что они навяжут вот эту идентичность, построят этот культурный центр, и под соусом вот этого, то, что люди возвращаются к своим корням, они просто перепишут часть населения Башкортостана в мишари. Вот смотрите, Ильнур, время как бы, оно так быстро течет, все меняется, но дело в том, что, наверное, здесь и наша как бы активность более должна быть, да, более продуктивная работа, потому что на самом деле, если одна страна навязывает, другая страна должна тоже в свою очередь делать какие-то поступки. Соответственно, я еще повторяю, нужно обязательно издавать побольше книг, но доступным языком абсолютно, чтобы простой народ должен понимать, о чем идет речь. Потому что на самом деле мы не можем даже территориально каждый день ездить туда и объяснять. Но то, что я бы хотел бы, конечно, вот этот градус напряженности, чтобы он все-таки снялся. Потому что мы всегда считали друг друга братьями и считаем на сегодняшний день. Лично у меня огромное количество друзей в сфере культуры и искусства. И это в любом случае как-то все люди, в общем, напряжены и не хотят этого, того, что происходит. Дело в том, что переписи приходят и уходят, потом через 10 лет будет, но может остаться такой нехороший осадок между нами. Поэтому я призываю вот этих людей, политтехнологов, этномиссионеров, но приостановить, но не надо так гнать лошадей. Зачем так вы упорно пытаетесь расчленить татарскую нацию? Но это же, если уж честно говорить, это же пахнет татарофобией. Да. И это, кстати, уже нас начинает раздражать на самом деле. То есть наша доброта, наша позиция, скажем, такая миротворческая, она, в общем-то, наоборот, дает им повод еще дальше двигаться, еще больше работать на расчленении татарской нации. Но самое главное, надо сказать, что Республика Башкортостан, так же как и Республика Татарстан, это составная часть Российской Федерации. Мы живем в одной стране, у нас одна конституция, общая на всю страну, хотя у каждой республики, конечно, есть своя конституция, да, общие границы государственные, поэтому мы живем в общем пространстве. В Башкортостане живет огромная масса татар,
И они так же, как и татары в Татарстане, там в Пензенской области, Челябинской области, мы составляем один народ, у нас, естественно, одни интересы, поэтому те, кого мы называем мишарями, да, татарами-мишарями, надо сказать, что это не просто составная часть татарского этноса, да, но и самое главное, мишарский диалект татарского языка, он вошел в состав вот этого литературного языка, то есть современный литературный язык татарский состоит из среднего диалекта и из мишарского. То есть Казанского, то бишь. Да, то есть казанского, да, поэтому говорить о том, что мишарский диалект, он как бы сам по себе отличается от литературно-татарского, нет. Мишарский диалект – это часть литературно-татарского языка, и вот мишари татары, они всегда себя ассоциировали татарами, это у нас, думаю, не только в Башкортостане, да, и в Татарстане, наверное, Нет, также. но надо сказать, что современные мишари редко себя называют мишарями. То есть это обычно другие группы татар называют их мишари. Всегда они ассоциировали, в том числе и я сам мишарин. Из какого района вы? Родился я в Аксубайском районе, это близ Чистополя. Как и, раз. Да, и, соответственно, мы всегда знали, что мы татары, и на сегодняшний день, и так и будет всегда. Поэтому не надо нам навязывать. Многие татары говорят, что когда они, приехав только в Казань, узнают, что есть, оказывается, некие мишари, к которым они относятся. Да, ну поэтому не надо вот заниматься какими-то выдумками. Все на самом деле по-другому. Вот. Поэтому будем надеяться, то, что люди не будут поддаваться вот этой пропаганде, да, что будут читать как раз умные книги, изучать свою историю и не отделять наш единый татарский народ на ряд таких маленьких групп, этнических групп.